بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. О рабы Аллаха, в обоих сахихах у Бухари и Муслима приводится хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصيامه. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Аллах: каждое деяние человека, сына человеческого, для него самого, кроме поста. Он для меня, и я воздам за него. Я воздам за него. И пост – это щит. И если бывает у вас, у кого-то из вас день поста, то пусть не произносит скверных речей и пусть не кричит. А если кто-то начнет ругаться с ним, или сражаться с ним, драться с ним, пусть скажет: поистине я человек постящийся. И клянусь тем, в чьей руке моя душа, в чьей руке душа Мухаммада, то есть клянусь Аллахом, дурной запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем запах мускуса. И у постящегося есть две радости, которые он испытывает. Одна радость во время ифтара, разговления, а вторая радость при встрече с его Господом, когда он будет радоваться своему посту. А у Муслима в его версии сказано по поводу этого хадиса, сказано, есть добавление: «Куллю амали ибни Адам юда'аф, аль-хасанату ашру амсалиха иля 700 диф, иля ада'афин касира. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي». Говорит Аллах: каждое деяние Сына Человеческого умножается. За одно благодеяние дается 10 наград, и до 700 наград, и еще большее количество наград. И говорит Аллах: кроме поста, пост для меня, и я воздам за него. Ибо из-за меня оставляет он, отказывается он от желаний своих и еды своей. Аллаху Акбар. Вот этот вот великий хадис, из которого можно извлечь много пользы, о рабы Аллаха. Посмотрите, первое, что сказано в этом хадисе, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что каждое деяние человека, которое он совершает для него самого, кроме поста, он для меня, говорит Аллах. То есть Аллах Субхану ва Тааля из всех наших деяний, которые мы с вами совершаем, праведных, для себя пост избрал, сделал его особым, поставил его на особое положение, потому что пост у Аллаха занимает высокое место, потому что Аллах любит его. Почему любит его? Да потому что в этом поклонении проявляется в высшей степени ихляс, то есть искренность человека. Но посмотрите, человек, который постится, он отказывается от того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, от еды, от питья, от прочего. Но разве этот человек не может тихонечко пойти, когда не видят его люди, и попить водички? Особенно, когда сильно жарко, а вода прохладная, ему хочется попить. Попьет, никто не увидит. Или поесть чего-нибудь, когда никто не видит. Разве он не может этого сделать? Да, может, но он не делает этого. Почему? Потому что Аллах запретил ему это. Он знает, что есть Господь, который наблюдает за ним. И ради него только он не делает этого. Боясь его и надеясь на его награду. Вот такое воплощение искренности. И поэтому Аллах любит пост. И поэтому Аллах благодарит за пост. Он благодарный. И поэтому Аллах говорит: ради меня оставляет свои желания, оставляет еду.
И вот эта избранность поста, она в судный день нам поможет. То, что у Аллаха на особом счету пост. Говорит Суфьян бин Уейна, судный день, если человек обидел кого-то, или притеснил кого-то, или несправедливости совершил какие-то, Аллах Субхану ва Тааля начнет забирать его деяния и ими оплачивать те обиды, которые человек нанес в этой жизни. Будут браться деяния, будет платить он своими деяниями за это, пока уже не останется каких деяний, и останется только пост. И Аллах Субхану ва Тааля возьмет на себя оплату вот этих обид, которые он совершил, а пост оставить нетронутым, говорит Суфьян, чтобы за этот пост, посредством этого поста, ввести человека в рай. Потому что пост Аллах избрал для себя. Вот такое-то великое поклонение. А дальше сказано в хадисе, «Ва ана аджзи бихи», и я воздам за него, говорит Аллах, я воздам за него. Каждое деяние у рабы Аллаха имеет счет. Совершил человек какой-то поступок, может за это получить 10 наград. Может получить 100, может 200, до 700, говорит пророк алейхиссалату вассалям, и еще больше, то есть имеет оплата, счет, кроме поста. Аллах Субхану ва Тааля здесь не установил никакой счет, в 100 раз или в 200 раз больше награда. Здесь Аллах Субхану ва Тааля взял на себя оплату этого, награду этого. А кто такой Аллах? Аллах это самый щедрый из щедрейших. То представь, какая же это должна быть награда. Это неисчислимая награда. Потому что дар, он всегда соответствует дарящему. Каков дарящий, таков и дар. Пост наш, в этот пост мы с вами 3 вида терпения проявляем. Мы проявляем терпение, чтобы выполнить приказы Аллаха. Проявляем терпение, чтобы воздержаться от запретов Аллаха. И проявляем терпение в отношении трудностей. Жажда, голод, жара и так далее. Вот все 3 вида терпения объединились в постящемся. А про терпеливо сказано, «Иннама юваффа сабируна аджрахум бигайри хисаб». Получат терпеливые награду свою без счета. А дальше сказано в этом хадисе, который мы с вами изучили сегодня, что пост это щит. Пост это щит. Джунна, от чего щит? В этом мире этот пост щит от плохой нравственности. Поэтому и сказано, если бывает день поста у кого-то из вас, пусть он не кричит, пусть не ругается, пусть не произносит скверных слов, пусть не ведет себя невежественно. Пост это щит, который нас предохраняет от вот такого дурного низкого поведения. А в судный день пост опять щит. Но в судный день щит от чего? От адского огня. И поэтому пророк алейхиссалату вассалам говорит, «Ас-суяму джунна ястаджинну биха аль-абду минан нар». Пост это щит, посредством которого человек защищается от адского огня. И сказано было в хадисе 4, что запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем запах мускуса. Почему так? Да потому что пост любим Аллаху. Представьте, насколько любим пост Аллаху, если такая вещь, как запах неприятный изо рта, а запах неприятный бывает изо рта постящегося, потому что желудок пустой. И людям неприятен этот запах, но для Аллаха приятен. Почему? Потому что пост любим Аллаху. Потому что этот запах, это результат поста. Это результат поста. И, наконец, 5 у рабы Аллаха сказано здесь, в хадисе, что у постящегося 2 радости. Одна радость во время ифтара. Я спросил своих детей, какая это радость во время ифтара. Они сказали, еда, вода. Альхамдулилля, это радость. Но первым надо назвать не это. Первая радость во время ифтара это не еде. Первая радость тому, что Аллах тебе позволил этот день ради Него провести в посте и в поклонении. И это возложится на весы твои в судный день. А вторая радость, конечно же, во время ифтара это еда и питье, вещи, которые ты не мог днем пить или есть. Ты радуешься этим милостям Аллаха, и ты оцениваешь эти милости Аллаха. Если раньше ты пил эту воду и даже не обращал на нее внимания, как что-то само собой разумеющееся, сейчас ты понимаешь цену этого. Дети подходят и нюхают хлеб. А раньше они даже не обращали внимания на то, что на столе лежит хлеб. А сейчас они нюхают его днем, ждут, когда будет вечер. Это радость здесь, в этом мире. А радость в судный день, там будет великая радость, когда ты увидишь эту награду, которая приготовлена для тебя там Аллахом Субхану ва Тааля, когда ты очень будешь сильно нуждаться в этой награде. И в тот день скажет Аллах Субхану ва Тааля, где постящиеся?
Где постящиеся? Да войдут они в рай через дверь Райян, специальную особую дверь для постящихся, через которую не войдет никто, кроме постящихся. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.